Белую среднеколымскую медведицу Умку Аяну навестили представители Московского зоопарка, депутаты Московской гордумы и наш корреспондент Татьяна Черемкина. Напомним, в сентябре прошлого года белого медвежонка, который больше месяца бродил один и выходил к населенному пункту со стаей бродячих собак в поисках еды, обнаружили рыбаки Среднеколымского улуса Якутии. Операцию по ее спасению провели Московский зоопарк, газета «Вечерняя Москва» и столичное отделение партии «Единая Россия». Судьбу этой белой медведицы знает вся Россия. Сейчас Умка Аяна уже год находится в центре воспроизводства редких видов животных. Она заметно подросла, окрепла и превратилась в настоящую красавицу. Аянка заметно выросла, возмужала, перестала бояться людей. И проблем с пищеварением и с общением с людьми у нее нет. Но она не очень игривая, но все равно этот момент наступит. Все отмечают спокойный нрав медведицы. Говорят, что у нее настоящий северный характер. Ей подарили новые игрушки, сладости. Ее любимая еда – это рыба и мясо. А вот к фруктам и овощам она так и не привыкла. Правда, очень любит сладкое. А больше всего, как и говорится во всех русских сказках, мед. Рассказывают, что при хорошем расположении духа она даже может петь. Издает такой легкий мелодичный рык. Соседка нашей Умки Аяны, медведица Ника, она старше ее на год. Они очень хорошо между собой общаются, но пока специалисты не решаются объединять вольеры, потому что если эти серьезные дамы вдруг поссорятся, то беды не миновать. Зоологи называют нашу Умку Аяну очень аристократичной. У нее плавные движения, она практически не злится и не рычит. А самое главное, очень тщательно пережевывает пищу, что совершенно не характерно для медведей. Единая Россия, символом которой как раз и является белый медведь, постоянно следит за судьбой найденыша, старается оказывать помощь зоологам в работе по реабилитации. Но мы как шефы и как уже те люди, которые не только привезли ее с Якутии и дали ей прописку в Москве, но еще, наверное, те люди, которые стали, наверное, подшефной организацией у данной медведицы, дали ей имя. И сегодня мы у нее здесь в гостях. Мы очень благодарим нашу якутскую организацию за то, что они нам помогли обрести такой талисман. Мы им очень гордимся и всегда будем вместе с ним. Аяна еще молода, но работники Московского зоопарка уже планируют к моменту наступления половозрелости найти молодой медведице достойного партнера. Мы подыщем обязательно для нее пару и постараемся получить потомство, которое в дальнейшем уедет в другие зоопарки или останется в нашем. Ценность Аяны, как белого медведя, в том, что она из дикой природы, и потому основная ее черта – это опасливость, что, как отмечают зоологи, очень хорошо для хищного животного. Она не должна полностью доверять людям, и это скажется на ее потомстве, на будущих поколениях. Зоологи надеются, что когда-нибудь зоопарки дойдут до того, что животные будут не просто коллекцией, а они будут возвращаться в места своего природного обитания. Татьяна Черемкина, Михаил Кулаков, Москва.